Илья Чичикович, я очень хочу, чтобы мы сегодня поговорили о ситуации, которая вот в ближайшее время вроде как должна случиться на границе. Я имею в виду, значит, решение о том, что граждане Республики Абхазия, обладающие российским гражданством, будут пересекать государственную границу Абхазии с Россией, только используя российские документы, то есть российский паспорт, если автомобиль, то российские права и так далее. Что думаете по этому поводу? Что это значит для нас? Ну, добрый день, Нисфа. Да, мы слышим о такой ситуации у нас на границе, но прежде чем вообще комментировать или прийти к тому, что происходит, наверное, нам надо обсудить многие вещи, происходящие во взаимоотношениях между Абхазией и Россией. Вообще граница всегда являлась, я хочу сказать, лакмусовой бумажкой, по которой мы четко ориентировались в наших взаимоотношениях. И сегодняшняя ситуация для меня немножко странная. Да? Объясню в чем. Допустим, если взять ситуацию 30-летней давности во время войны, мы все прекрасно понимаем, что происходило, что на территории у нас здесь была война с Грузией, что Россия полностью была на стороне Грузии, впрочем, как и весь мир, да. И мы, находясь в изоляции, умудрялись здесь как бы защищать свою родину. При этом отношение россиян, простого народа, было совершенно другое. Я скажу почему. Документы на тот момент, имеющиеся у абхазов, давно были просрочены в России. Они были недействительны на территории России, что не мешало нам, кстати, когда нам нужно было пересекать эту границу, к нам обходились с нами снисходительно, понимали, в какой ситуации мы находимся. О советских паспортах? Да, я говорю о советских паспортах, я говорю даже о правах, сразу послевоенных правах, которые не были нигде зарегистрированы. Были случаи, когда мы на этих правах и выезжали, и заезжали, когда нужно было в послевоенное время. Даже, собственно говоря, меня не раз останавливали, смотрели, спрашивали, а куда ты едешь? Я говорю, в Абхазию. Ну, давали честь, спрашивали, как дела сейчас в Абхазии, и отпускали. То есть это было отношение простых граждан, служащих, сотрудников милиции, тех же спецслужб, которые работали, да, это было отношение к абхазам. Это было отношение понимания того, что происходит сегодня в Абхазии. Сразу в послевоенное время Абхазия попала в блокаду, вы это тоже помните, да? Конечно. И санкции против Абхазии были со всего мира. Абхазия была единственным государством, единственной страной, против которого весь мир объединился и ввел тогда санкции. Такие же трудности почти на протяжении 10 лет мы испытывали и на границе с Российской Федерацией, если вы помните. Почему я это говорю? Единственный способ выживания на тот момент – это товары, мука и все прочее, продукты первой необходимости, мы не могли завозить с России. Мы практически все завозили с Турции. Кораблями находили пути, находили, как это делать. Тайком. Мучились в очереди. Карточки на хлеб у нас были, если кто-то это не помнит, да, хочу просто напомнить. Почему я это говорю? Да? Вот в те самые тяжелые времена Абхазия не стала протурецкой, не стала вообще под кого-то прогинаться. То есть это страна, которая выдержала, и в самые тяжелые времена, да, она могла бы, нас сейчас объявляют кого-то протурецким агентом, кого-то прозападным агентом. У нас были здесь агенты и западные, и турецкие, и кто только в Абхазию не посещал, и каких только предложений не было в Абхазии, Абхазия никогда это не принимала. Абхазия всегда говорила, что рано или поздно наш самый большой сосед, Россия, да, повернется к нам лицом, и у нас все будет нормально. Фактически то, что и произошло в последующем. Ну, видно, с того времени
прошло большое количество времени, потому что я думаю, людей, которые 30 лет назад это помнили, делали, находились у власти и занимались вообще всем этим процессом, давно, как и в российской политике, наверное, так и в абхазской политике, их осталось очень мало. Людей, которые понимают, что происходили и как строились взаимоотношения между Россией и Абхазией, также осталось мало. Сегодня мы сталкиваемся, как мне кажется, с людьми, которые безразлично относятся друг к другу, безразлично относятся, получили команду, ну давайте выполнять, не получили эту команду, ну надо как-то, чтобы нас заметили, давайте мы попробуем сделать так, чтобы вот мы стали нужны, да, что и создадим видимость какой-то работы. Создаваемая сегодня такими людьми, видимость работы, мне кажется, привело к тому, что взаимоотношения России и Абхазии ухудшаются. При этом я должен сказать, что Россия, конечно, вы помните, что Россия признала Абхазию, да, что после этого у нас была подписана масса соглашений, документов о взаимном признании этих документов, о двойном гражданстве, о том, что Россия признает, раз признает Абхазию как государство, то, естественно, признает и документы. Мы по этим документам спокойно пересекали границу и возвращались. Люди получают пенсию, какие-то, ну, есть масса привилегий, да, мы перестали давно возить товары там с Турции, когда открылась граница, да, мы начали работать с российскими бизнесменами, то есть вроде бы как все наладилось, но в последнее время, мне кажется, все это портится, и этим, к большому сожалению, мне кажется, занимаются люди, которые не понимают вообще все, что происходило в это время, я повторюсь, наверное, но и люди, которые, или же они это делают специально. Потому что такое отношение, лишение там гражданства, то, что сегодня происходит, да, объявление инагентов, там, я не знаю, гонения, грубые вмешательства в процессы, происходящие в Абхазии. Все это говорит о том, что люди, занимающиеся Абхазией, плохо понимают, к большому сожалению, через что и как это все делалось в свое время. Мне всегда казалось, что Россия сегодня больше всех должна понимать Абхазию, потому что сегодня сама Россия находится под санкциями, весь мир ополчился против России, и единственный друг, единственный, скажем так, и союзник, и стратегический, который безоговорочно поддерживал Россию, всегда это Абхазия. И сегодня методы, применяемые к Абхазии, также похожи на санкционные, на те методы, которые там 30 или 35 лет применяли к нам весь мир. Мы-то как были в санкциях, так и остались. Но мне непонятно, почему эти санкции прилетели от России, да? Почему эти санкции вдруг бумерангом вернулись опять, и через Россию Абхазия опять попадает под эти санкции. Вы понимаете, если документы, о которых мы говорим, почему я это все говорю? Потому что мы сегодня возвращаемся там, с 1 апреля, я так понимаю, что документы будут признаваться только с российским гражданством. То есть, если у вас есть двойное гражданство, то документы будут признаваться российское гражданство. Но я хочу напомнить, у нас есть соглашение о двойном гражданстве, в котором прописаны признания абхазских документов как документов для пересечения границы. Возможно, там законодательно что-то недоделаны какие-то вещи. Возможно, в этом соглашении что-то упустили. Это не важно. Мы же общались, и тогда, когда у нас соглашения этих не было, мы переходили, и когда соглашения не было. Теперь получается, что теперь для граждан Абхазии я хочу, чтобы мы просто поняли, к чему нас это всех может привести. И прежде всего во взаимоотношении между Абхазией и Россией. Теперь получается, что нас ставят перед выбором. Перед выбором или гражданство России, или суверенитет. Потому что если мой документ абхазский
Мой абхазский паспорт, за что 30 лет назад многие поколения сложили свои головы, защищая свою территорию, достигнув таких результатов. Если мой документ на границе не признает единственное государство, которое признало Абхазию, но не признает сейчас документ, это означает только одно. Нас перестают признавать как государство. К большому сожалению, я не вижу по-другому, мне так кажется. И я более чем уверен, что если такая ситуация будет продолжаться, и именно в таком русле будут с нами разговаривать, что это приведет к тому, может привести к тому, что абхазы и граждане Абхазии начнут отказываться от российского гражданства в пользу своего суверенитета. Для меня это вообще недопустимые вещи. Конечно. Я считаю, что это огромный провал и огромный, шаг назад во взаимоотношениях между Россией и Абхазией. Теперь кто это делает? Мне сложно сказать, кто это делает на российской стороне. Мне это непонятно. Но понятно только одно, что это делается не без подачи, не без помощи тех людей, которые находятся также и на территории Абхазии и являются гражданами Абхазии. И для чего это делается? Мне кажется, кто-то перед кем-то просто хочет выслужиться. Есть простые человеческие вещи, да, когда человеку надо выслужиться, он начинает делать, казаться или делать вид, что он нужный, что он ищет здесь. Представляете, если бы не было здесь там иностранных агентов, если бы не было здесь людей, которые работают против России, да, то получается, что все эти люди, которые получают заработную плату, работают в направлении с Абхазией, да, а что? Там ничего нету, что там делать, в принципе, да, им осталось бы только взять, наверное, свои вещи и поехать защищать родину с оружием в руках на СВО. Видимо, кому-то это не хочется. Видимо, очень удобно находить здесь врагов, потом с ними бороться и закрывать какие-то краткосрочные свои потребности. К большому сожалению, эти краткосрочные потребности приведут к большим проблемам в будущем. Об этом в Абхазии, я бы хотел, чтобы об этом подумали. В Абхазии, в которой даже в самые тяжелые военные времена, я до этого говорил, никогда не было антироссийских настроений, хотя Россия находилась полностью на стороне Грузии, у нас мысли не было, что могут быть какие-то там настроения против России. Эти настроения здесь могут появиться. Таким методом, да. Если эти методы будут действовать. И эти методы, которые сегодня применяют к нам, приведут именно к этим результатам, нежелательным результатам. Я совершенно не могу понять, почему вот этим чиновникам, ответственным лицам, которые работают с Абхазией, для чего им это нужно? Это что, целенаправленная политика или это незнание исторических фактов каких-то и того, как проходило все это? Мне сложно об этом судить. И я не вижу, чтобы кто-то доносил, кто-то говорил об этих проблемах. Я не вижу, чтобы проблемы решались, которые возникают, допустим, в наших взаимоотношениях, решались хотя бы там на уровне соглашений. Я не вижу, чтобы все те документы, которые были подписаны между Абхазией и Россией, работали бы в полную меру. Потому что документы, соглашения и договоры, которые существуют, у них двойная ответственность. Там прописана ответственность российской стороны и ответственность абхазской стороны. Почему-то все помнят об ответственности с абхазской стороны, никто не хочет вспоминать об ответственности, которую на себя взяла Россия. Я думаю, надо к этим документам вернуться, прежде всего, и строить наши взаимоотношения как два дружественных государства. Иначе у нас ничего не получится. Я не люблю это вспоминать, мне часто говорят, вот мы тебя слушали 30 лет назад, как ты, там, находясь на войне, там, спросили, я что-то говорил о дезертирах, и о том, что дезертиры когда-то вернутся и будут ставить нам условия, да, и руководить нашей страной, что фактически произошло спустя 30 лет. Но мне сложно представить,
как бы это мягко сказать, я хочу просто посмотреть в лица тех чиновников, которые сегодня за якобы работой с Абхазией творят вот такой беспредел, как они будут относиться, допустим, к людям, которые через 10 лет после СВО приедут, и вдруг какая-то страна лишит их гражданства, объявит их инагентами, скажет, что это враги государства. Это те же дезертиры, это те же люди, которые нашли себе теплое место. Пока страна воюет, пока страна воюет, занимается борьбой с ветряными мельницами в лице Абхазии. Очень не советую этим заниматься. Это плохая практика, это ни к чему хорошему никогда не приводило, особенно во взаимоотношениях государств. И мне очень обидно, что именно так сегодня происходят наши взаимоотношения, что мы пришли вообще к такой ситуации. Ну, ситуация, она есть, да, вот она такая. Она нам нравится, она нам не нравится, она действительно крайне сложная, и она очень опасная, на мой взгляд, да. Но вот в этой ситуации что должно делать руководство Абхазии, абхазская власть? Что? Она же тоже должна. Я понимаю, что основной как бы посыл это чиновникам на российской стороне или чиновникам тем, которые здесь какие-то свои дела с ними ведут. Наша абхазская власть, та, которую так вот привели, посадили, грубо говоря, назначили, да как угодно назовите все это. Что они должны делать в данной ситуации? Наша абхазская власть должна делать то, что делала фактически на протяжении 30 лет. Она должна защищать интересы того государства, в котором проживает. А кто такое государство? Что такое государство? Государство – это прежде всего граждане этой страны. Если мы не научимся отстаивать интерес своих граждан, каждого гражданина в нашей стране, то к нам никто не будет относиться серьезно. Для этого у нас есть все властные структуры. У нас есть служба государственной безопасности. У нас есть, я не знаю, МВД, прокуратура. В конце концов, у нас есть законодательный орган, это парламент, суд. Есть все атрибуты для того, чтобы сегодня защищать каждого гражданина незаконно оговоренного или незаконно лишенного того или иного гражданства, независимо, что да, я понимаю прекрасно, что лишение российского гражданства это прерогатива России, я прекрасно это понимаю. Но есть какая-то справедливость, которую должны защищать власти, понимаете? Я понимаю, что это не всегда удобно, я понимаю, что кому-то страшно самому попасть под санкции, но тогда не занимайте этих мест. Чтобы не так страшно было. Чтобы не так страшно было. У нас нет другого выхода. Мне кажется вообще, что все, что сегодня происходит потому, что мы перестали как-то налаживать именно контакты, которые могли бы разъяснять ситуацию как с нашей стороны, так и нашим партнерам. Нет диалога. Нет диалога. Как раньше нормального диалога нет. Нет работы над документами, нет при работе, нет отстаивания собственных интересов, нет того, что где мы находим точки соприкосновения, где мы можем работать, в какой области мы можем сотрудничать, что неприемлемо для абхазской стороны и по какой причине. Да? Это, мне кажется, вполне рабочая обстановка, которым должны заниматься все органы, которые я до этого назвал. К большому сожалению, мы занимаемся сегодня исключительно политическими вещами. Да, мы начали игру в политику, которая не заканчивается. Все структуры, которые должны выполнять свою работу, сегодня играют в политику. Да? И почему-то с какой-то оглядкой на кого-то. Нам не надо ни на кого оглядываться. У нас есть собственные интересы, они обозначены были в нашей Конституции, да, и конституционные права граждан защищать надо.